للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Я удивляюсь людьми, которые не горят жаждой прочитать то, что ниспослано для него выше семи небес от своего Господа. Если бы ты знал, с какой любовью к тебе обращается твой Господь, если бы ты только знал о Его милости к тебе, то ты непременно бросился бы, оставив все дела к изучению Корана. Я приведу тебе всего лишь один аят Всевышнего Творца. Приведу то, что ниспослано именно для тебя, брат мой, и именно для тебя, сестра моя. Послушай и поразмышляй. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий, милосердный. Смотри, брат мой, как Аллах возвысил тебя, сказав: скажи моим рабам. Аллах не опозорил тебя, сказав: скажи тем, кто прелюбодействует, скажи тем алкоголикам, скажи тем, кто смотрит развратные вещи, скажи тем, кто ворует, убивает людей и так далее. Нет, Аллах со всей милостью и с любовью призывает тебя не отчаиваться в Его милости, как бы велики ни оказались твои грехи, субханаллах. Сестра, ты не обижайся. Твой Творец зовет и тебя в том самом аяте. Твой Господь обращается к тебе и говорит: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий, милосердный. Сестра моя, чем же ты заслужила такую любовь от Господа миров? Какой твой поступок удостоил тебя к тому, чтобы Творец Всего Сущего возвысил тебя? Ведь Он знает, что ты до сих пор не одела хиджаб, да, знает, что твоя одежда не соответствует нормам шариата, знает, что ты выставляешь свои фото в соцсетях, знает, что ты до сих пор общаешься с парнями, знает о всех твоих грехах, но тем не менее не опозорил тебя, раскрывая твои грехи. Скажи же, чем ты заслужила такое почтение, субханаллах? Скажи мне ради Аллаха, брат, сестра, неужели тебе не интересно то, что ниспослано именно для тебя, в котором содержится такое прекрасное обращение к тебе? Послушай, что говорит твой Господь в последующем аяте. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему до того, как мучение явится к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь. После долгих лет, как ты ослушался Аллаха, брат, после долгих лет, как ты ослушалась Аллаха, сестра моя, Аллах готов принять тебя, готов простить тебя, готов помиловать тебя. Ты только попроси прощения у Него искренне, оставь все, что гневит Аллаха, и, конечно же, начни учить Коран. Научись читать Коран, ведь за каждую прочитанную букву из Корана тебе записывается 10 благих дел. Ты произносишь одну букву из Корана, а Коран будто говорит тебе: бери 10 благ. Ты произносишь следующую букву, бери еще 10 благ, субханаллах. Разве разумный человек отказывается от такой выгодной сделки? Нет, отворачивается от Корана только неразумеющие.